Таланта. Приветствую всех в прямом эфире с Лагой Стекма, Зардей Зардама. Приветствую всех народов Кавказа, Ачибон, Вашкирики, Баракбуней. Сегодня день праздник всех кавказцев, по крайней мере, те, кто себя считает ассами или причастными к асской культуре, считают себя наследниками Алан. Насколько я знаю, многие на Кавказе народы считают себя потомками Алан. Мы знаем, что все народы Кавказа были частью и остаются аланской культуры, частью. Поэтому сегодня, чтобы вы знали, насколько я знаю, что не все народы Кавказа, поскольку когда-то произошла и подмена ценностей, культуры, принятие других религий, ислам, в особенности православия, то главное божество всех ассов было забыто. Даже есть такой народ Закавказья, племя было, которое считало, что их главное божество находится на Северном Кавказе. То есть перевод термина Кавказ, то есть Аскав, это трон, там, где восседает этот бог. То есть, по крайней мере, так они считали. И так оно и так, потому что даже у лакцев, насколько я знаю, дагестанцев, их божество есть Асса. У нас это Васкирги. То есть, если кто-то себя считает частью этой культуры, аланской, единой культуры, то сегодня и ваш, что вы знали, Баракбун день, но, к сожалению, может, не знаю к чему, может, это и показывает, что кто такие истинные асы. По крайней мере, мы сохранили этот Баракбун, и до сих пор мы его делаем. Вашкирги, Баракбун. Ацамаз, Бонхарс, Дерцут Байрай Гават. У меня сегодня посыл к народу. Это тема о Вашкирге сегодня посвящено. И прежде чем этот посыл народу сделать, очень важный посыл, касающийся идеологии Нартиады, чтобы было вам понятно, что оно в себе несет, и этот Баракбун, и вообще этот единый. Прежде я хочу Рарфитаком, Ачабон Невзакпал на своем языке, родном, эстинском, аланском языке, произнести несколько слов, обращения к псалму Вашкерги Мачабон, Вашкерги Баракбоне Ма Баракбоне Хуарзан Хават, Вашкерги Раснат Амунак Аразак Адама Лактидзуар Наевнак Адам на Адам Хатти Евнак Мун Ама Арфита Винраканон Ачбун Бер Ристоня Адам Ковунца има Ма Вакуфта Амена Ванта Сбайн Зома Зардей Боне Бомма Стагай Зардей Удей Зундей Гасадей Федар Куткана Каурагин Куткана
Yohan amun tohan kaura yoh tsaura tat mazardavin zagui nakarajeman nabon rasnat amunun arazun kudwa karajeman kaura datun kudwa rajjina di fatpau han amun tohan kauranin tsauna eu gureman darata tar khayumma washkergina rasnat pau kut nin amona kut araza makhbai kudinan rasnat mai kut ankaran kumanin tsaugai na tsardiskola ratsomma na mawi bartsa khawra kuda ohan khawra yan ware wa nairistonya adaman mazarda zagui chiza tadaw gutaye arjibar dwarta gaz duyney karajekhatsa bastansa adamdar karajekhatsa bastan manna yeugure maydar Rastfandakta kutkanan nakarajeman nabon rast nat amun arazun kudwa kawradatun kudwa tsardiskula ratsun bohan amun saurata tinna duyneyder ka kamiti chinatta baltsawumsa yeuguremandar kawra rajjinade fatpal fitsagidar mai nabonyeche rajjina fittalta chirasuht agdaw khastunsa Чеваздан джинада хастун сауи на бон хасун куда маната зурдейна расух зурдейна ачи бон бера расух факков зенца невазга дерба канзенца ваджи махане я епчинада невазун фау фицаги дер гава майла дерен че коран цаманнагауи та цаманнагауи архаюн гава майна нанат Еоманей вашкергима раснат араза камунак майгова чинат на еугуре майдар винан находак куманин цаугай еумаягай гова майбал фицагидар кат вашкерге раст фандак аразак зунд амун на хуца вашкерги сар кудайзонан и нартимука калагата зунд киндарта фицагидар Магавама на адам сагас каунца не сомбомбал на кастарти сомбомбал ма неомагаска баевнак джинади фатпал на баевнак джинад думбай ватфал неонак ба инада магаска гава майбал сагас канан куманин цаугай кутрастарей нури растаги вавари доги гава май ладаран анкаран куманин кут на царт куда разгай на фиталтей кут арастунца на хе на адамихат о магаска махтар гавама баев канан рождина адама гаска фицагидер ама гаска басагаска ма раз нат амунан аразан магавама о магаска назунд киндарта науке архайгута на дине заган нехдау медаги архайгута каладаруй кама езонан джината казону самеде саев мана аздан охандак зонетам етагавама арбатум булунца евма умагаска та натохак адам аланта дергавама умагаска игладарунца манна маевнак на адаме моной вашкерги ей вашкерги идеология магаска махкуна баевканан вот на хуцаутином вашкерги номдар агазанхи коре ду негустунца уйтхана мафицагидар на адаме хат на адам авдесаганца на культура негдау невзак куназонан негдаута кударгай нанат балвур куназонан куманинцовгай кут архайгай вот наевнак мон кай заганай ачибонай на современный лад
эгрегор, один единый дух. Если у нас этого понимания не будет, то и нету этого духа. Это надо вам понять, и никакой оно силы в себе не несет. То есть мы должны прежде всего понимать, что это идеология Нартиады. Казбек, Ондар да салам бера мане арфита баракбони хуарзан хават. Теперь давайте глубже разберем уже на русском, что не все дегорские, да, понимают язык, поэтому постараюсь доходчиво, ясно, чтобы вам ясно было разъяснить насчет Вашкирги. Не буду в подробный анализ, сам как персонаж, личность, да, вот что. Во-первых, просто скажу на поверхности, что это не святой Георгий Джоргуба, а Вашкирги, наш небожитель. Ну, не буду сегодня в подробный анализ ходить. Главное, на чем я хочу сегодня акцентировать и сделать посыл народу, то, что насчет этих всех баракбона, молитва. Что такое молитва, да? Память, да, как бы нашего небожителя почитаем, то есть красивая молитва, молитвы, что нам дают, люди что-то просят и так далее. На первом этапе нам что это дает? Национальное самосознание, искру, да. Но многие также, наверное, сегодня кто-то выпьет, да, что никак не приемлемо. И все это пройдет, и как бы чисто символически. То есть на этом все заканчивается. А чтобы вы более конкретно понимали, что вот эта зря молитва, вы просите, да, эту силу, да, у вас образно встает образ Вашкирги, которого вы просите, обращения, и как бы, но самое главное, тут нужно понять, что нужно исходить из чего. Вашкирги, куда идет он раз на та раза камонок, и сразу вопросы встают. Если это наш единый дух, если у нас есть идеология в корне по Нартиаде, как и у всех развитых стран, государств, на примере Израиля, да, теократическое общество, где основа, духовно-религиозная основа, потом войны и все остальные. У нас эта идеология есть, и она называется Нартиада. 3 нартовских рода. Артанарти Мукаги. 3 цвета на нашем знамени. Белый цвет. Род Алагата, нартовский род Алагата, жрецы, умы. В общем, все умы. Сегодня туда бы должны были входить. Вы поймете, к чему я это говорю, просто не уходите, слушайте. Умы, ученые, религиоведы, философы, в общем, умы, вот одно целое, жрецы, умы и религиоведы, в общем, духовно-религиозная составляющая.
основа. Вот у Израиля вот эта основа, и вокруг этой основы вся политика, и с самого начала зарождения их вот этой мифологии, все под эту, все, вся политика подстраивается под их мифологию, под их пророчество. Вот из этого у них не, вот как многие ошибочно говорят там, главное деньги, бизнес. Нет, это невежественные люди, не понимающие. Это не из той серии, как у животных. Заработать, пожрать, пожить, больше интереса никакого нет. Не на этом строится. Посмотрите историю Израиля, который себя считает богоизбранным. И все ради своей вот этой идеи, они вот сегодня выстраивают свою политику. Не сегодня, уже давно, играя в долговую. Поняли, да? Деньги там, это лишь способ. У нас это то же самое. И она у нас всегда была. Вот эти три цвета на флаге, на знамени, это тоже та же система, только своя. Когда-то, которая у нас была, которую мы осознавали, понимали. В общем, умы. То есть это есть голова Вашкирги, нашего духа, вот народа. Нартовский род Алага. Дальше идут красный цвет на флаге, род Ахсартеката, войны. Это руки Вашкирги. Ноги – это род Бората. Ну, пишут поверхностно земледельцы, в общем, кто землю возводит. Ну, и то бишь, кто отвечает за благосостояние материальное народа, то есть двигатель всей системы этой духа. И в едином целом это один единый образ, один дух или эгрегор. То есть под каждым вот этим, вот под этим духом основа это идет идея, идеология. И все подстраивается, вся политика подстраивается под эту идеологию. По крайней мере, у нас так было до какого-то периода, пока я вам добавлял Назима Гиджрати и остальных, вы, наверное, должны были понять, что верхушкой тогдашней пирамиды начинал Северный Кавказ. Здесь была эта греческая составляющая Аллагата, и она была распространена. Был большой Иран. Вот эти глупые там, кто пишут, мы пришли, Иран, это специально делают. Или от невежества, или специально, да, вот эти, кто искажает, переписывает нашу историю. И ими же, сами же манипулируют, и же самих уничтожают. И многие тоже в это верят. Они как зомби, в общем, не суть. Просто не то, что мы с Ирана нынешнего пришли. Иран был большой. Иран, его древнее название было Ария. То есть начинался он с Северного Кавказа, отсюда древнейшие находки находят, и вплоть до нынешнего Ирана. По распространению влияния, да, политического. То есть вот как сегодня есть верхушка, да, глобальная, политическая, но во главе всего. Когда-то здесь, на Северном Кавказе, были умы, знания, вот эти. Они были распространены, пока не пришли другие завоеватели там. Короче, произошел переворот, подмена. То есть обратная пирамида началась. Верхушка ее вот этот, Израиль. С Израиля, вот там, где религия возникла, авраамическая, там и ну, в общем, с приходом этих завоевателей, там, то тюрки, то арабы, то, в общем, вся эта система, наша идеология разрушалась, искажалась в период войны. И с тех самых далеких времен пор все подустраивали в общем, вся политика, все вот откуда там эта авраамистическая религия, да, Иордан, вот от с того места все они
подстраивали свою политику под свое все, вот, под свою мифологию, идеологию. Поняли, да? То есть, к чему это все сказал? Если понимание тех, кто произносит сегодня молитвы, во-первых, каждого, кто обращается, кто проводит этот баракбон, если понимание, что мы все осетины, кто здесь есть, едины в своем мышлении, что у нас есть это понимание вот этой идеологии, единого духа, есть, мы можем вообразить, что мы... Есть и вообще представление, что вот этот образ в Ашкирге, есть у него духовно-религиозная составляющая, умы, ученые в том числе, все, в общем, умы, воины и так у нас есть. Вопрос, где голова? И если они есть, могут ли они сказать, что у нас есть такой институт, там место, или вообще, если у нас эти умы, вот, можно их назвать одним словом Алагатана, или голова в Ашкирге. Да? Зунт Амонак Аразгута. Это есть в Ашкирге. Если этой головы нет, образно представим, следовательно, вы из этого можете сделать вывод, что все остальные войны и все остальные, экономическая составляющая, это должны прежде всего политики наши знать. Они все должны исходить из глобальных вот сил от Израиля, да, как они, я об этом не буду повторять. Если у вас такое понимание, что вы то же самое должны, если вы, ну, как политики, на основе чего? Многие же сейчас говорят, идеология нужна, идеологии нет. Она у нас есть. Но если понимание, могут ли наши политики представить и сказать, да, у нас есть, и мы подустраиваем. У них даже большинство, у них даже нет большинства понимания на самом кару и на ладарунцу, на туруса, я цале, каждый цвет, что символизирует. Есть ли вообще такое представление вот этого духа единого в Ашкирге? Что они есть этот дух, через них дух материальный. Вот многие как говорят, что ну, есть версия, что у Ашкирги это царь Таргитай. Потом ему титул у вас присвоился как славный, в общем. И многие говорят, что это исторический персонаж, а в Ашкирге это небожитель. Но хочу вас всегда, когда вы что-то произносите, под каждым словом есть мысль, идеология, идея. Как чувство любви, мы говорим одним словом, да? Но на самом деле, сколько под этим словом человек, и тем более каждый человек это по-своему, да, сколько эмоций, что он под этим словом, надо же понимать это. И не все его могут понимать, да, то есть вникать в каждое слово, не просто его говорить. Вот так же и что значит небожитель? С чего кто-то взял это что-то где-то на небе? Разве это не с точки зрения Библии, что Бог где-то на небе, да, образно так представить, такое представление? Почему не скажут, например, что духовный, тонкий, материальный, материя, тонкая материя, она неотделима от грубой материи? Точно так же, как и грубая видимая оболочка, и за ней есть душа, еще 7 тонких тел и дух. Разве они отделимы? А дух напрямую связан с чем? С космосом. Так вопрос, где на небе? Вопрос, кто конкретизирует? Может кто-то конкретно сказать, где у Ашкирги сидит на небе? Или Бог? Кто-то может сказать? Откуда голос исходит? Слово.
Вот говорят же, сначала было слово. Вот я слово говорю, звук произношу, а он откуда? Если мы начнем углубляться в мысль, в звук, то он уходит куда? В пустоту. А там что? Значит, мы и есть боги. Просто нас разделяет что? Материальная оболочка, составляющая. Значит, логически даже подумайте, мы неотделимы от тонкой материи. Как бы это все взаимосвязано. Вот чем отличается не искаженное понимание единого бытия и искаженный, когда вот это единое возводится в культ личности, где-то как будто на небе. Но ведь с точки зрения квантовой физики сегодня все мы знаем, что то, что на самом деле вне нас, то есть мы, то есть в одном едином, аз месм, я есть, аз дан, богоподобный. То есть вы рассуждаете с точки зрения искаженного понимания, что Бог где-то там, где-то, в общем, лишь бы не... То есть смотрите, что происходит. И тем самым в Ашкирге, когда у вас есть это понимание, что вы едины целым, вот с тем, кому вы обращены, это есть вы народ. А чтобы он, этот дух был единый в Ашкирге, должна быть идеология. Вот это есть Нартиада, вот то, о чем я говорил. Если у вас этого понимания нету, что, обратите, вот сейчас концентрируйте свое внимание, что понимания нету этого, то вы автоматически становитесь идолопоклонниками, точно так же, как те, кто обожествляют пророков, например, Иисуса, да, который несет в себе ту суть, что бессмертие духа, тогда как в каждом из нас есть этот бессмертный дух. Если у вас этого понимания нет, а вы поклоняетесь только одному личности, как будто в нем, в этой личности только этот дух бессмертный, то это есть идолопоклон. Идол, вы поклоняетесь, но не видите это в себе и в других. Не видите это единство. Все пути ведут, как говорится, к Богу. Вот к этому единому. Вот что я вам хотел посыл какой сделать, чтобы вы поняли, те, кто обращается, пора вам из вот простой символической вот обращения, идолопоклонничества, понять истинное понимание, что такое Вашкирги, что вы есть, но чтобы вы были этим вот духами, у вас должна быть идеология. На основе чего? Опять, не буду повторяться. Теперь смотри, следуя этой логике, истине, вот вы, во-первых, вопрос всем тем, кто обращается, да, к Вашкирги, расфандактанинку тавдеса амона, араза, лактидзуарна, что мы просим? Если у каждого, вот, есть такое, во-первых, опять вернусь к пониманию единого, и как народ, независимо от всего мира, есть ли вообще понимание единого, что если у нас понимание, что у нас единые проблемы, что невзак иронхан, невзак полнадзоран, на кастарта берет хедарун назонца невдау магаска, на самое берет амухан, эльдер саманае, на ладарунцу, нинк арунцу. Если нет, нельзя сказать. Мы просто повторяем символически, это нас вдохновляет на первом уровне, как дань, уважение, память нашим традициям, обычаям. Но так не строится будущее, так народ не строится. Я забыл упомянуть, я сказал, что если понимание политика у всех нашего народа, что у нас голова в Ашкирге, это и умы, есть и где они? Если у них спросить их, если у них такое понимание вот этого образа,
что они голова Башкирии, голова народа. И все должно подстраиваться под них. То есть раз на там монгута разгута. Это и есть. Вот в мозгу есть какой-то, да, вот центр, да, в голове. И уже весь организм под него подстраивается. Есть ли у народа такое понимание? Если нету, мы даже не можем из-за того, что этого нет, верхушки, идей нету, идеологии нету, на царь Демедаге, на бытовом уровне, по мере там прихождения к нам других религий, идеологий, все смешано. Когда человек, люди говорят, какая раса какой-то религии, это уже признак того, что они в хаосе, они не знают, кто они, кто свое. Все равно, что араб возьмет, ислам променяет на гадал, начнет астинский язык учить, вместо Аллаха начнет Бога называть Хуцау и делать другие культы. Такое в природе есть? Нет, конечно. Какая разница? Миллион, миллиард, сколько раз я повторял. Как разницы нету? Разницы нету, когда мы все в раю, там ангелочки летают, улыбаются, все накуренные. Раз тогда политики нет? Конечно, разницы нет. И из-за вот этого глупого, невежественного суждения, слепоты, большинство, вместо того, чтобы хоть один есть в Осетии, есть народно-устное предание, сказители, кто наизусть, есть 3 предания нарских сказаний. Даредзан качество, цартя десакта, нартикаткута. Ешкеса наизусть сахуркута. Хоть один, кто скажет, что наизусть пословицы, поговорки. Только одного знаю, Чермен Дулаев, но это из старшего поколения. Вместо этого уходят, учат арабский язык, ислам. Для чего? Зачем посреднический? Мы не нуждаемся, у нас все в корне есть. Оно ни в чем не нуждается, просто мы его потеряли. Любой араб, он даже в голове у него не будет где-то что-то искать, у осетин каких-то там, когда он начнет осетинский учить язык, начнет вместо Аллаха хуцал про. Такого нету. Элохим не начнет, это еврей вместо Элохима хуцал не начнет говорить. Вы задумываетесь, почему мы на своем языке именно говорим хуцал, именно вот эти буквы произносим. Хуцал. Не просто так же. Просто так взял и кто-то хуцал назвал. Почему не еще какие-то? Значит, у нас свое что-то, это же элементарно. Ну, даже этого не понимаете. Это же противоречие. Зачем мне что-то учить? Я что, на своем языке не могу элементарно? Значит, что это у меня неправильно. И вы сами себе противоречите, когда говорите, какая разница, если я там другой религии, это меня не делает не осетин. А что такое осетин тогда? Тогда каждый может сказать осетин, даже самый вот. Как так? Это же идея, идеология. На чем-то же эти самоназвания народ формировался. Агдал что такое? Культ. Культ что такое? Культ и что такое? Это есть религия. Вы элементарно большинство перед носом не видите, что у нас есть свое. То есть араб, он не возьмет, в мыслях нету, в природе такого нету. А если он и возьмет, то в своем обществе он будет предателем. Зачем какого-то бога другого принимать, другой по-другому произносить на арабском языке, если ты себе сам противоречишь, сам же себя предаешь, потому что у нас у самих же есть этот бог, мы его называем на своем языке. Чем тебе этот язык не нравится? Ваши действия непонятны, нет там разума, осознанно. Вот вы большинство говорите, там, я осознанно принял. Это разве осознанное принятие религии? Это обман самого себя. Вот, ну, как это осознанно? Осознанный человек, знаете, как приходит к религии? Когда он хочет понять, он и не будет ничего не принимать. Он же не этот.
тренировки или что я принял. Он же не робот, ничего. Он хочет понять. Вопрос простой. Вот все о Боге говорят, что это такое Бог, да, все об одном. Надо понять мне, познать, я хочу узнать. И начинаются вопросы. Вот так осознанно человек приходит, да, к религии и к ее адептам, чтобы спросить. И он не будет просто так принимать, я принял. Это же не на тренировку записаться. Зачем принимать? У тебя, во-первых, твоя культура есть. И все остальное. Ты в этой среде был. Как ты принимаешь, да? А у тебя что, Бога нет? Это же противоречие. Вот так осознанно подходят как-то. Это не осознанное принятие религии. Принять религию, это при чем здесь это вообще? Вы просто хотите понять, о чем идет речь, кто такой Бог, о чем вообще познать надо. Есть разные источники, которые можно сравнить, провести анализ, изучить, не принимая что-то, а потом уже, если вам какие-то культы более по душе, тогда и делайте. Вы можете любой культ, даже жизнь саму в культ превратить. Это есть жизнь, культура. Культурным человеком быть, это есть религия. Культ, просто вести себя, что у нас называется гдал, воздан, богоподобный, то бишь благородный, то бишь вести себя как по, без лишних каких-то телодвижений. Скромность, умеренность во всем. Вот это есть культ. Вникайте в каждое слово. Из-за этого разные проникновения терминов, понятий, у нас наши же термины, которые в нашей культуре, они смещались. И понятия тоже смещались. Вот это надо учитывать. И в итоге получается, большинство говорят, что у нас своя религия, а в итоге все равно у них с точки зрения мышления других религий и конфессий. Тогда какая разница, если вы уподобляетесь одному и тому же? Надо же понимать, вникать в каждое слово. То здесь то же самое, это вы не учитываете. Какая разница? Из-за того, что все уходят там, какая разница там? Если бы так евреи думали, то есть и все остальные, арабы тоже, тогда бы у них ничего не было. Тогда бы они все. А мы вот берем, изучаем, куда-то уходим, прежде не ищем в своем правде там. И так, что тогда остается? Мы ассимилируемся, вот и все. Не в закиронхкану, не в доктана, че. Зундимедес хасунцанали дзурта не в заге, ой, и ронхкану, не ой, наладари. Откройте свое сердце, будьте открытым. Каждый, вам же самим надо понять прежде всего, что зачем себя обманывать там. Какие-то фанатичные эти идеи. Для чего? Понятно, что многие по отчаянности там общество давит, подколы там, и человек слабый, он куда-то, он хочет себя. Будьте сильными. Это жизнь, что. Таму еумаягы, вашкерги, даундар, дембал, расфандакта, каттариттар, набон, растнатвину куда. Я всегда с детства, с детства чувствовал. У меня мечта была спортсменом быть, но всегда думал, что все эти травмы, все по вольной борьбе, по боям хотел очень сильно, профессионально. То травмы, то и думал, что это неудача, только до какого-то периода я понял, что не, это высший, есть то, что есть раз на тому на каразак. Я это чувствовал, и то, к чему я пришел, говорю, чем занимаюсь, я понял, что вот куда мне показывали высшие силы. Назовем это Всевышний, Махуцал, Кенавашкири. То есть я там, где надо, там, где сегодня очень именно вот это самое необходимое, это основа. Мы говорим об основе,
народа. Вот что главное. Спортсменов, спорт это политика, но если нет основы, фундамента, народ так, он не формируется, ну. Вот смотрите, далее, продолжим, вот этот дух. Мы должны, вот молитвы, да, сегодня, что это нам дает на первом этапе? Во-первых, понимание, что это такое, что мы просим и куда, ну, опять повторю вопрос. Есть у нас понимание, что мы как народ, это есть единый дух Вашкирги, идеология Нартиады, теократическое общество, что все мы подстраиваемся под эту систему, и тогда народ формируется, его костяк, как единый дух эгрегор. И если понимание, что у нас вот у каждого свои потенциалы, способности, кто может посвятить себя или в каком он месте в этой системе находится. Нет, он не обречен, как у индуистов, там, где нет развития. Просто человек может много чем заняться, но именно конкретно его призвание, там, где он полностью может проявить свою способность и отдать это, вот этому эгрегору всю свою силу, это наш дух единый. Есть ли такое понимание? Я думаю, нет. Это же надо еще способности иметь. Много каких-то, да, способностей, чтобы это и воображение, и все остальное. Третье, если у нас это есть, вот этот дух, да, вопрос, как этот дух единый наш народ, да, вот на основе чего? Самая основа что у народа? Духовно-религиозная, вечно духовные ценности, справедливость. Что делает человека человеком, да, вот это можно взять за основу. Это есть, в этой системе нет главного там. Да, главный назовем Творец, Бог. Эти законы, справедливость, ну, человеческие ценности, знания о бытие, в которые несут в себе наша культура, традиции, обычаи. То есть это наша голова Вашкирги. Дальше вопрос встает. Среди вот этой всей системы, то есть глобальной, других политических сил, влияний на нас, и мы зависим. Во-первых, головы уже нету. Мы не можем сказать, что у нас здесь вот это понимание, голова. Войны есть, но раз головы нет, то они подстраиваются автоматически идею. Те, кто сегодня правит за вот всем этим, да, вот их идеи, у кого это сила, у кого есть это понимание. Глупые те, которые думают, прошлое, это культура, это прошлое, главное, деньги, это глупцы, просто глупцы, которые невежественные. Даже политики этого не понимают. Каждый политик, идущий в политику, точно так же, как и сегодня самый умнейший, кто сегодня впереди, кто кормит идеями цивилизацию, кто манипулирует, кто за этим всем, у них как раз-таки на основе вот их политика, именно вот духовно, то, что и у нас когда-то было. Мудрость, Тора, да, что у них там. И все уже вокруг этого выстраивается, то есть вся политика. Это вы представляете, с каких времен, с тех самых, как наше государство аланское влияние разрушилось, да, большой Иран был, и мы ее сковываем. Произошла подмена. То, что в себе несли мы в своей культуре, вот понятие Ваздан, Ирон, Нар, Осетин, Аса, Ас, да, Ари, Алан, это есть, равняется Аздан, Иисус, по духу, по смыслу. А когда произошла подмена, все это разрушилось, там, где религия возникла, все эти истины, если у нас это было
в простой, естественной форме, что каждый из нас есть арт, ахдалгинлад, арт-дау, то есть ты есть Бог, богоподобный, частица Бога, или на современный лад, или бозон Хиггс. Произошла подмена, и заключилось все это, все эти истины в одного. У Иисуса не было религии, это из него сделали религию. Вот идею, идеологию вложили в Иисуса. Спасение в Иисусе, то бишь. Так-то, ну так, но надо понимать, что с одной стороны, да, но с другой стороны проблема в том, что возникает у большинства фанатизм, одержимость, шизофрения, они в других людях уже не видят того, что естественно в жизни в простой. Чудеса не начинаются там, когда произносят воду освещают, тогда это там чудеса. Это все опять маневры, манипуляции, то бишь это признак Бог. Чудеса, сама жизнь есть чудо. Каждый шаг, каждый вдох-выдох вы поддерживаете жизнь, огонь в душе. Вдох-выдох внутреннего огня. Это есть жизнь, это есть зрелище, это есть божество, это есть чудо. Какое еще чудо? Вот это истинное понимание единого бытия. Кто-то берет и нам хочет сказать, будто это все, ну, ничто. Мы же привыкли, как будто так и надо, естественно. А чудеса именно там вот с религии начинаются. Там. Это манипуляция. Это и доказывает, кто-то взял из этого естества знания, видение того, что есть все и везде, и во всем, взял, придумал идею, идеологию, чтобы люди в эту идею, в общем, все под одну, в общем, произошла подмена. И все, с тех самых пор все под эту идею политика шла и по другие религии. А мы потеряли, по сути, по факту. И все смешалось. Поняли, да, как все это? Рычаги управления, разделяя власть, и вроде говорят, Бог один, какая разница, а тут мы видим, что разница. Разница была, есть и будет. Пока будет политика, пока будут психически больные, одержимые люди со своей идеологией, шизофреники, которые ради своей идеи будут убивать детей и другие фанатики и остальные и тому подобное. Где тут Бог, где истины, в чем? Это есть идолопоклонники, это есть самая такая формула. Ну, в общем и целом, можно сказать, человечество не созрело. Оно и не созреет, и не должно созревать. Почему? Потому что обобщать нельзя. Каждая личность, человек проходит школу жизни, да, и есть у этой жизни две стороны, как бы, ну, как что говорят, добро и зло, да. То есть человек проходит, чтобы контраст есть. Нет такого, что, как все люди думают, кто-то придет волшебной палочкой и все станет в общем. В том-то и смысл жизни. Но проблема в том, что гармония должна быть. И должны быть ценности у народа. Если духовно-нравственный, прежде всего. Если народ деградирует, и этого больше в народе, равнодушие и т.д. и т.п., тогда это уже проблема. Это ведет к деградации и самоуничтожению. Все больше и больше какие-то вбросы, там, идет информационная война, боты, разделяя власть, и за земли идет, и в итоге идет, ну, все это может привести к ядерной, да, к уничтожению самих себя, потому что вот это эго, вот это вот наше, ваше, фанатизм, невежество, оно преобладает.
какая раса, какой религии, вот такие рассуждения. Не лезь в политику, занимайся, будь бараном. Короче, будь бараном, не лезь никуда. Если что-то скажешь, а достоинство, если у человека есть достоинство, да, что-то человеческое, он на происходящее равнодушно не может, он молчать не может. Но если он скажет, ты сразу, ты замолчи, ты куда ты лезешь. Вот так и далее, к чему это все говорю? Вот сколько раз я и обращался, да, назовем это так, все же есть энергообмен, как бы люди друг от друга зависимые. Вот бывает даже в Новый год возьмите или какие-то другие, что даже к нам вот приходят сила, явления, какие чувства любви. И надо правильно воспринимать то, что мы воспринимаем, и в правильный русло. Сегодня же Вашкирги Барагму, Раснат Араза Камуна. До сих пор не четко никто из наших религиовед, других не могут правильно путь наставить людей. Вот, допустим, сегодня на первом этапе обратились, как бы, вдохновение есть силу как бы получили, то бишь. Дальше что? Дальше ничего. В итоге получается из года в год мы символически что-то делаем, нам дают. Это из той серии, когда ты приходишь в зал на простом человеческом языке, хочешь, хочешь сбросить вес, хочешь форму приобрести, просишь у тренера программу, да, я хочу быть таким, он тебе дает, да, ты вдохновлен, ты пришел, ты попросил, ты взял. Дальше что? Ну, это, например, вот что сегодня, да, сегодня обратились, вот все равно, что, да, пришли, вам, вы получили искру, все. Дальше что? Все равно, что человек идет и ничего не делает, не занимается. Вопрос, что это? Самообман? Зачем мы это делаем? Для чего? В чем правда? То есть вы берете изначально и то, что это в вас самих эта сила. Вот что вы должны понять. Каждое ваше слово сказанное, если вы произносите вашкирги, и что вы под этим подразумеваете, воображаете, это с ваших уст исходит. Это вы и есть. Вы и есть этот дух вашкирги. Если вы это представляете, что это некая сила нашего народа, которая дает правильный путь, то есть воинов, всех воинов, это умы, духовно нартиат, то есть вы должны, значит, правильно это использовать, да, дальше. Но дальше что происходит? Все равно, что, как я сказал, тренер вам дает, и вы идете, не занимаетесь. Потом опять приходите, да, из года в год вы приходите и просите программу. И как минимум это неадекватно. Тренер скажет, ты что, дурак, что ли? Тем более ты платишь за это деньги. Ты приходишь, я хочу тебе программу, ты не приходишь. Это все равно, что так. Или вы приходите и сочкуете или один раз в неделю. Вот это приблизительно то же самое. Что это? Идолопоклонничество. В наша-то религия древнейшая, оно ну, подразумевает единое, ну, понимание есть, было всегда, с тех самых пор, как возник этот мир. Это каждый внутри человека это понимал. Это единое. O tamu alçıdır balvurdey. Mana alanları bal berahat fadzor. Mameti alan. Alçıdır fistey balvurdey. Baragay fal.
Ага. Вот нет людей, которые правильный, верный посыл сделают. Я поэтому, вот, что опять правильно. Я сегодня в роли Вашкирги, то есть направить. Мы, ну, понимание правильное. Вот помните, когда Мурат стал там чемпионом, как все, многие и на бокс пошли. То есть для одних это какую энергию, силу дает? Положительную. Другие там кто-то по барам, ставки пьет еще и так далее. Точно так же и футбол. Надо правильно воспринимать, принимать те силы, которые вы берете, искру, на правильном направлении. Если бы мы под таким же вот вдохновением все вот поняли это как народ, то и занялись бы по... Я имею в виду, это прежде всего вина наших. У нас нет таких политиков, которые на основе вот этой идеологии, то, что я объясняю, говорю, донести до людей понимание, и наши же политики должны все под эту систему обустраивать, как и все нормальные, по крайней мере, как сегодня свои государства, вот Израиль, все у них точно это Папа Римский, и все под это подстраивается. А если наши политики нет понимания, они... это есть подмена ценностей. Хаос, нет понимания идей, нет понимания фундамента. Нам это досталось даром от наших предков. И вот у Суслана Дидарова, кто смотрел подкаст и смотрит, очень... Суслан Дидаров, я за него сам когда-то агитировал, золотой наш осетин, политик, очень важные темы поднимает, правильно говорит. И гости тоже к нему приходят, тоже очень умные, очень много нужных, правильных вещей говорят. Но многие, вот с чем я именно не согласен, что именно непонимание вот того, о чем я говорю. Какая разница, какой там, такие какие-то. То есть не могут четко и ясно сказать. Вот в общем и целом, как должно быть. И автоматически, ну, то бишь, какая разница, какой религии там, какая разница, какая разница? Идеология где? Идея. От этого идеологии понимания нет. Кто где должен быть и что должен делать, конкретики нет. И как мы должны обустраивать все. Уже автоматически вся наша сила, энергия же будет сконцентрирована на этом едином духе, назовем, да, эгрегор. То есть ты с пониманием, самоосознанностью понимаешь, как часть этого общества, что все, что ты делаешь, жизнь, ну, как ты себя ведешь, это показатель этого эгрегора, да, этого духа. Везде, в делах, во всем. А мы среди чьих-то интересов, идей, мы зависимы. И вот один мне вопрос, помню, вот мой подписчик задал, Фреду, ты говоришь, а что дальше? А дальше вот именно от политиков
зависит. У кого есть средства, возможности, силы, но опять-таки, есть ли у них такое понимание? Есть ли у них понимание этого образа, и что мы вот единый дух, и что ну, для них это какая-то сказка, что-то древнее, ассоциируется что с чем-то древним, вот так. Они не понимают, они спящие, назовем, в «Матрице». Вот как в фильме, они спящие в «Матрице». Потому что они пропитаны идеями, терминами, формулировками другими, которые к нам проникли, и все нам вот так перековеркали. И у нас нет четкого понимания среди этого всего. И такими манипулируют. Как вот кто смотрел на РТД, демократический фашизм, как там политик говорил. На самом деле видимый хаос контролируемый. Это кажется, что хаос. А на самом деле, почему? Потому что те, кто за этим все стоит, они обустраивали все под эту свою идею, политику, да. С каких времен? С тех самых времен, как и эта религия возникла. Вы представляете, это у них из поколения в поколение. Сколько, как они это все. У кого печатные, денежные машинки. И, и вот те наши политики, именно кто так рассуждает, у них вообще этого понятия нет. Они думают, что там, ну, помогают они, у них чисто вот помочь кому-то там, галочку как бы поставить, да, и это им как бы дает, что они помогают, но это не их призвание, если у них нету той идеи, идеологии народа, понимания глобального, и кто ты в этом глобальном мире, как народ, какое место, куда, кто ты, куда тебе двигаться. Если даже элементарно не знаешь, что каждый цвет на флаге символизирует, куда ты идешь, деньги, зачем тебе эти деньги? Вот и мы видим подмена ценностей, отток, демография, туда-сюда, язык не взаки сафан, не гдаута на это. Дискредитация автоматически нашей культуры идет, когда другие принимают и начинают, там, какая разница. В итоге что? За какое будущее? Что у них может быть в голове? Какое будущее? Каких ответственность у них есть за своих детей? Потому что коррупция, ладно, ты своровал, да, последнюю копейку, нажился на чужом горе, да, даже родную мать готов за деньги продать. Хорошо, живи последним днем, да, вот как рассуждают многие. В теплом кабинете, до такого дойти, чтобы так думать, что сиди в теплом кабинете, деньги получай. Это до такой деградации дойти, являясь человеком и вообще такой. Если ты не ищешь в своем народе потенциал, умы, своих умов на основе идеологии, это к политикам нашим прежде всего, не ищешь в своем народе те, кто на основе культуры понимают идеологию и всех ученых, всех, вот, кто может по этой системе устроить, дать им возможность, да, чтобы культурные люди не ассоциировались с нищими, да, бедный художник, нищий, признают после смерти тупые рассуждения. В итоге у нас ассоциируется с богатыми, это дауны какие-то, руки-базуки всякие, которые на тупых каких-то этих себе аудиторию собирают миллионы, и у них что деньги, да, вот они ассоциируются с, да, элементарно какие-то. А какой-то культурный человек, говорящий там, они ассоциируются с там. Так не должно быть. Это тоже факт очень сильной деградации. Тоже специально делается. Поп ММА из той же серии издеваются над Хазбиком тоже, нашли над кем, убогие. Как можно? А потом удивляются, почему он себя так ведет. Да потому что он такой. Ему
Эти деньги его человечнее не делают ничего. Вы его, как говорят, что для русского хорошо, немцу смерть. Это тоже из той серии. Политики должны искать потенциалы под систему, дать им возможность и так обучать. А когда ты все у нас коррупция туда-сюда, в итоге какое может быть будущее? Вот кто думает, что деньги, богатство, живем последним днем, запас, да, политиков. Нет у тебя детей, если ты у народа воруешь, то у твоих детей, естественно, будущего нет. Ты воруешь, если ты воруешь у своего народа, ты воруешь у своего ребенка, самого же себя. Потому что когда народ деградирует под корень, культуру срубает, идея, идеология, все теряется, деградация, то кто ты среди этого всего мира, когда у тебя нет сил, нет, ты у себя у самого же своровал. Ну ладно, отправил в Европу, а кто он там, твой ребенок и ты? Кто ты в этом мире? Где твое я? Кто ты вообще такой? Не знаю свою историю, идею, идеологию, культуру, все. Кто ты? Ты зависимый. В итоге ты воруешь. Вот что нужно понять. Везде одни и те же законы. Законы нравственности. Как Мухаммед сказал, пророк. Я пришел, чтобы нравственность довести до совершенства. И полное противоречие тех людей, которые заходят таким грязным языком, там, комментируют мат, оскорбления, не знаю человека. э, Сейчас я на ваше сообщение отвечу, да расскажу. То есть, видите, как получается? Это прежде всего дел. На вопрос, что дальше, это прежде всего касается политиков. Но опять-таки от народа зависит. Если народ нет актива, не действует, есть возможности вместе. Каждый может, как я, аудиторию собирать, прямые эфиры делать, проблемы, все вопросы поднимать в единстве. И идет информационное, да, сами знаете, век информационный, информационных войн, пропаганды. И если народ не активный, сам народ должен. А потом начинают, а где Штырнахаш? Забудьте, какой Штырнахаш. Он символически находит, что-то они делают, ну, народ сам. Раньше общество воспитывало в человеке личность, общество. И в обществе мы не могли позволять себе то, что сегодня позволяем. Табакокурение всякое, такое, ламбады всякие, и т.д. и т.п. Ноги задирать на скамье там. Непонятно, какая культура, чего, что за поведение, что за... Нет, потому что свое я большинство теряли. Оно начинается с корней. Кто ты? Что менталитет идти? На основе чего? Ценностей, рамки, границы. Все же это должно быть дисциплина в обществе, субординации, к старшей там. Что можно со своих уст? Да, мат, почему мусорят? За эти земли предки жизни кровь проливали, а кто-то берет и мусорит, значит, у него в голове нет этого понимания, он тупой, он не любит свою родину. Если он пьет, курит, но он тоже свою родину не пьет.
сам же себя. За что мы тогда воюем? Вопрос. Зачем мы тогда детей делаем? Сами же себе фашисты. Зачем этот обман? Вот поэтому я говорю, вот эти все, то, что разочаровывает очень сильно и заставляет в очередной раз говорить, то, что самообман мы вроде бы символический барахбон встречаем, а из года в год точно так же распивание спиртного, вот этого всего, но ничего не изменяется, потому что нет понимания, что ты есть Вашки, ну, идейный дух, а у него должна быть идея, идеология. Что значит? Значит, мы, если мусорим, пьем, курим, еще что-то, не то, матом говорим, значит, у нас нет понимания вообще, даже элементарных вещей, когда мусорят там, без нравственности, без основы, без дисциплины, без физической культуры, культуры питания, куда? Что нам дают, вопрос всему народу, что нам дают эти обращения, что мы хотим от этого? Вот я вот это не могу понять. И вроде бы и чувство злости, в то же время опять затычка, и ты, смысл злиться, почему, в чем причина, где наши умы, где наши политики, где, которые об этом должны говорить. Ладно, они зависимы, но они потеряны, у них, ну, они подстроены под политику, они, в общем, у них нет этого. А народ, а кто меня знает, кто Алана знает. Между прочим, хотя бы додумались, а кто с Фредом общается, да, наверное, со мной тоже в окружении есть такие люди. Почему не присоединитесь, почему тоже не говорите? И вместе вот так как-то. Это же интересно, это развитие, это ты на пороге формирования народа, да, самое такое интересное и самое ценное, это основа народа, за что надо вот. Актива нет, что-то все какое-то равнодушие, какое-то особенно эти фразы вот эти. Делай, что должно, должно быть, будь что будет. Как это понять? Делаешь, а что должно делать? Для чего люди объединяются и обсуждают тем, чтобы разобраться, чтобы найти точки соприкосновения как-то на основе чего-то, да? Язык для чего? И двигаться, как-то направлять и уже сориентировать, куда нам в этом всем мире, среди других, как нам дальше. Да, человек находит по духу себе близких и как-то точки, ну, что происходит вообще? Короче, я сказал вам то, что вы должны, если есть кто-то, да, умнейший, они должны понять, что-то. Еще просто добавлю, одно дело сказать, что у нас своя вера, религия, опять-таки, мы говорим так, вот тот там мне писал, Фред, у нас не было ас-1, видите, вы цепляетесь за слова. Причем здесь у нас было, не было ас-1. Это и так все понимают, знают, что не было. Но этот же человек, он должен был понять, что на основе чего мы так говорим. Мы его не было у нас Ахдау был, мы просто в обществе и в своем названии нашей терминологии, она же не просто так в нашей культуре из ничего, да, кто-то взял и делать нечего и сказал фарн или хуцау.
А если начнете копать, вся наша терминология, под каждым есть замысел, мысль, целая философия. Вот как солярный символ, чем больше ты из источников узнаешь, вот просто на первом плане кто-то посмотрит, скажет, да, спиннер, да, простой спиннер. Ну так скажет невежда. Но кто более-менее знает, просто скажет, что это солнце, солярное слово, или символ вечности. Дальше начнете углубляться в культурах древних, что он символизирует. Вы начнете углубляться и понимать, что там символ Творца, что каждый из этих лучей, он символизирует первый элемент, сам он символизирует прежде всего первый элемент Дух Творца, что это сам человек, символ человека, как и крест. Понимаете, человек по мере своего познания, он понимает, что там за этим словом солярный символ или свастика, или крест, целый, это же не просто так. У нас не было Асадин, потому что осетины есть Аздан, Воздан, равняется Иисус. В Евангелии Азм есть, я есть это Бог. А мы на своем языке, в славянском, мы на своем языке Аздан говорим, дан. Не дин, дин это вера, а дан это есть. У нас веры, по сути, в неискаженной ее форме у нас не вера, а знание. А традиция бича – это знание о бытие, что и связь с нашими духовными предками, богами. Знание о бытие, как устроен мир. 3 пирога – это точная проекция. Вот как документальных показывают, сотворен был мир с одной точки. Вот вам 3 пирога такой же, только в такой живой, сценической, театральной форме он всю передает суть. Вся символика древнейшая отражена в этом всем, в таком сценической форме. Нужно тоже вообразить, способность иметь, представить. И исходя из мировоззрения уже понять, что термины несут. Потому что те же ученые, лингвисты, вот оно слово взяли и все. Вот, допустим, кто-то говорит, там, Арий – это земледелец, кто-то говорит, там, Арий – это воин света, еще что-то. Но вот мы можем про человека сказать, одним словом его назовем, но можем интерпретировать мысленно, целую книгу можем написать об этом человеке. Здесь тоже так. Многие ученые, вот то же самое Кавказ, да, термин расшифровывает там, что он, как он переводится. Один одно говорит, другой другое, свои предположения. Оно может быть и то, то есть там целая философия, мысль заложена, духовная основа, еще какие-то по мере познания, надбавки, да, человек более ясно становится. То есть наше самоназвание, оно несет в себе. Поэтому асти нас, даже священная версия, аса, производная аша, арта, огонь, дух Творца. То есть это и речь идет о первоэлементах и других истин, кто другие составляющие человека. То есть знание. И по мере того, что по причине того, что мы это все потеряли, что многие видят бессмертие Духа в Иисусе, спасение, а мы понимаем, что сам человек имеет этот Дух. Только надо это понять, что Дух бессмертен, материальной оболочкой. Мы говорим противовес, что у нас свой просто более
Вместо осетин говорим аса, дин. Хотя, опять, дин я всегда в скобках беру. И это не арабское дин. Надо ценить свой язык. Не, потому что наш язык очень древний язык. И в зороастризме этот термин встречается только в другой форме. Я думаю, что в нашем Аздан отсюда язычник. Асия была Азией. И наоборот, Асия, Азия. Есть такой народ, езиды, тоже в буквальном переводе богоподобный. Провинция есть. То есть так, сравнивая, можно сделать выводы и сказать, подтвердить, что да, это оно так. И по сути, по смыслу, то есть из-за того, что потеряли это понятие, мы говорим аса, просто аса, дин. Более, чтобы уявить, показать людям, что в своем этнониме асы, осетины, это вот там много, то ингуши пишут, то эти. Ты врешь там, в тот век осетин не было, как асы, просто осетин изменилось. Асы есть, аланы себя асами называют. Мы здесь, это наши территории всегда были. Аланы кочевники. Какие кочевники? Были и кочевники. Вот здесь сегодня точно так же. Есть осетины здесь, а есть которые где-то на Украине, еще где-то. Вот так и тогда. Но вам же выгодно, чтобы из полного контекста нашей истории вырывать фрагменты, и так как вам выгодно, делая нас пришлыми. Это вы пришли из там Индии, еще откуда-то, если на то пошел. Надо с нашей истории вырывать и лжесвидетельствовать, распространять эту ложь, отравлять. Это показывает, кавказец с достойным человеком ассоциируется. А в чем достоинство ваше? В том, что вы лжете и распространяете эти мифы, переписываете нашу историю. И еще хотите, чтобы вам отвечали, когда вы такими оскорбительными этим языком. Вы сначала научитесь элементарно, по-человечески просто уважение сделать. Адекватно написать. Вот и показатель вашей истории, культуры, ваш язык, вашей религии, ваше поведение. Сразу на ладони. Вот вы говорите, а он ересь несет, а он черт. Вот тот таким языком выражает, он их даже не смущая, настолько слепые, сами себя выдаете, кто вы, своим языком. Ты говоришь, он черт, вот ты и есть черт. Следовательно, кто тебе ответит? Потому что это не... Человек может, если он что-то интересует, он просто спросит и хочет понять. Он никогда сразу не перейдет. А если он оскорбляет, значит, он двоедушный, подлый какой-то лицемер, который просто зацепить хочет, вывести или зацепить что-то, придраться. Вот такие черти. Кто с вами будет вам отвечать, если вы сами не можете нормально? Что мне там кто-то пишет? Драться, да что за детские? Дракой вы что решаете? Унизить правду нельзя. Драка что дает? Интересно. А если вы захотите унизить правду,
Но это невозможно. Правда есть правда. Ее убить нельзя. По крайней мере, если вы хотите физическим путем правду как-то, тогда человек вас будет убивать автоматически. Потому что это святое. Есть правда. а, Ингуш, сможешь показать на прямом эфире документы, подтверждающие, что какие документы у осетин хранятся, что ли? Что говорить, сам понимает. Кто тебе будет идти в архивы и документы? Архив, документы. Мы знаем, нам не надо это иметь под руками, показывать это. Разила Хар, когда до молния землю ударала, и люди зарезали. Ну, это транс. Вот молитва одно из его составляющих, вот, во-первых, посыл, да, что ты хочешь, да, ты обращаешься в молитву. Ну, молитва это немного, у него две составляющие. Но в истинном его этом это намерение, желание. И оно не начинается же с молитвы именно. Просто ты себе даешь как бы искра. А дальше уже все зависит от твоей мысли, что ты о чем думаешь, стремишься. Твое намерение, стремление. Молитва начинается с мысли. Она не свод именно с культа какого-то начинает. Это просто ты в кругу там единомыслие просто даешь, вот мы так, так, так. А формируется человек, он же на основе своих, что он хочет. То есть в смысле начинается молитва, вот это надо понять, в неискаженной форме. Не в храме, а именно постоянно. Ваш Киргиз одно информационное поле. А другая форма молитвы, да, даже выкрик «Оммей хуцав», вначале там было ничего или вечность, мы называем совершенный символ, символ абсолюта, это символ круг и звук вибрации О. Есть мантра в буддизме Ом Аум, а мы произносим Оммен. Начальная точка. То есть в кругу точка уже хуцау. То есть из чего возникло все. Оммен хуцау. И ту же суть, что такое это мантра, вот это все, транс. Просто все, что есть, возникло, это есть, мы называем мангдуни, иллюзорный мир. Человек бывает привязан к пристрастиям своим и т.д. и т.п. И чтобы от этого себя отвязать на какой-то, да, свои страхи какие-то, комплексы, он делает что? У нас в культуре вот это Зила Хартандерта, круговые танцы, символ, где мы танцуем, расставляем ноги, вот, то есть руки, вот это символ крест в танцах, потом вот как
Йог делает движение медленный, вдох, асаны, они, заметь, тоже называются асаны, упражнения, вот кто такие асы. А йоги кто такие? Там тоже суть одна, все равно, что сказать Ахдаугин. Вот Ахдаугин, Ардау, что такое Ардау? Дух твой. Ты несешь свое, то, что накопишь, свой опыт жизни, то с собой понесешь. Твой Дахердау, да арт. Йог то же самое. Тот, кто делает асаны, как и Астин, Воздан, он есть энергию распределяет равномерно и ведет себя соответственно. То есть скромность, там, все остальное. Йог делает своих асанах, вот эти вдох, выдох. Точно так же в танцах мы делаем. На носки поднимаемся, образуя все эти символы. Солярный символ, когда вот так, потом крест. Когда круговой солист, солистка выходит, там, образует, из ничего возникло все. В общем, символы мироздания образуем, повторяем везде. Это тоже транс, как у зикр у мусульман, у нас вот зилахар или симп, нартон симп. Чтобы абстрагироваться от своих привязанностей, очиститься на время, да. В быту просто там понимать надо. Вы должны понять не амулеты, не еще что-то, не они вам что-то дают, а вы должны это понимать. Поэтому мы просто что-то делаем, повторяем символически, а не понимаем, мы забыли. Красиво говорим, произносим, а смысл забыли, что он в себе несет, какую идею, идеологию. Вот что самое главное. Поэтому у нас из года в год ничего вот чисто. Я же говорил сегодня. Творчество. Я заканчивал психологический, психолог, педагог по образованию. Поэтому кто мне там пишет, там, шестую палату, смотрите, я вас сам туда. Диагноз вам поставлю. Та же медитация, транс– это физические упражнения, тренировка, тоже культ. Творчество самое, вот я когда учился, нам говорили, что самое лучшее, что это творчество. Надо разносторонне. Поэтому я говорю, вот в нашей культуре, да, у нас же нет такого, вот как, у нас нет понимания культа, вот как у мусульман намаз делают. Но понимая того, что отвлечь себя, да, от напряженности чего-то, мы можем превратить это тоже в культ. Например, тренировки, как мусульмане делают несколько раз, а мы программки можем делать там, тренировки, ОФП, общеукрепляющие там. Просто понимать, для чего вы это делаете, осознанность. Главное понимание, самоосознанность и понимать, что не что-то вас делает, а вы сами себя делаете. Это вы сами себе все. От вас зависит. Поэтому эти молитвы, это, сам человек не работает над собой, не формирует сам себя, кем он хочет быть. Отношения, все. Поэтому за основу всегда нравственность, конечно, берется, потому что по мере того, что культура, там, все ценности, многие думают, живем последующим днем, поэтому и коррупция, воруют, думают, что а как вот на Дагоме, когда говорили, такая поговорка, если дан суд не решался на этом совете, на Дагоме старейшин, то он
и не решится на том свете. То бишь, человек не физически он умирает, но дальше же продолжает его душа. И со своими проблемами он и дальше живет. Поэтому важно шанс тут жизненный для чего? Нравственность. Вот это основа. Нравственность, отношения людей. А у нас много подколов, комплексы, проклинания. Большинство не понимает, что сами являются вот хингангута или колдуны и маги. Почему? Я не раз говорил, вот кукла Вуду, знаете ритуал? Они создают куклу, в общем, образ. Что это такое? Это создавание образа, кому-то хочешь причинить зло, и там иголки, потом, короче, порча. Кто-то думает, что это какие-то колдуны там, как помню, одну женщину выловили, спалили, у нее в тетради там, в селе, где она жила, каждая фамилия там, Магомед смерть, там, целый список. Я им ответил, говорю, а вы никогда не проклинали, когда вот в жизни не проклинаете? Ну и сразу замолчали. Потому что то же, что и вот этот культ, когда куклу создают, тоже и люди многие делают, когда думают о ком-то, вот на кого-то ты разозлился, и мысленно его хочешь. Вот тебе он не понравился, просто его взгляд. Или, ну, представьте, вот как. И вы начинаете его бить мысленно, убивать там, все что угодно. Вот это тоже, вы и есть колдун, хинганаку. Потому что это мысль. То, что и кукла Вуду вот это делает, это он мысленно, с мысли же все начинается, действие. А мысль – это энергия. Насколько она сильная, настолько и ты посылаешь. Поэтому говорят, что самый, вот кто родственников убивает на самом деле, это его самые же близкие. Почему? Потому что, вот, например, начал он там пить или что, и сразу родственники начинают там негатив в мыслях, предрассудки, а он там, у него так ничего не получится, не заведет семью, он хуже наоборот, что вот человек нормально не пьет, не курит, но есть завистливые какие-то люди, они начинают, а он такой, еще хуже, чем на пьяном. И чем их больше, чем больше сплет. Почему говорят самый плохой, то, что вот в селах это сплетни? Потому что это их предрассудки. Вот самое плохое это предрассудки. И одно из плохих качеств, когда это и касается адептов других религий, когда не знает человека, что как он мир ощущает, понимает ли вообще, как он. Начинает навязывать свои какие-то формулировки, принципы. С чего ты взял, что он не знает, ну, как это определяется и вообще? Это же наши предрассудки, а на основе чего? И вот таких дураков много, из-за них вся проблема тоже. Сидят на лавочке, вроде безобидные там, старшие. Они вот есть же такие злой язык или мысли, они начинают кого-то обсуждать того, чего он, может даже этот человек уже, он поведение, он изменился. Люди же меняются. Они все равно этот образ же они представляют, образно рисуют, воображают и начинают мысленно вот негатив посылать. И поэтому не знают этих механизмов. Люди, думаете, у стены плача просто так вот эти
евреи там плачут, энергию тратят. Нет, это все не энергию в свое укрепление своей идеи Грега. Бесплатно брошюры кто будет раздавать? Поэтому большинство они сами, вроде бы образно, они безобидные, а самые вот то разрушают и себя, и окружение, не понимая всех этих. Поэтому самое главное это мысль. С мысли все начинается. Любое, и слово, и все, и надо как-то контролировать или творчество, спорт и все остальное. Аль-Арслан, Бог один. Вот уже даже в одном слове Бог один, это уже формулировка. Кому к нему, когда тут же опять понимать надо, что значит Бог, что это такое. Если мы называем везде во всем, что это у нас хуцал, хор, солнце и ты часть целого. Где этот Бог один? Ну, назовем, да, один. Но в этом одном есть люди, есть силы, есть природные силы, есть много чего. Есть политика, есть борьба за ресурсы, за как один. Простой пример элементарный, когда человек принимает ислам, допустим, то с точки зрения ислама наше мировоззрение, оно неправильно. Происходит абсурд. Вроде бы у нас о едином, о бытие, все это есть, а кто-то решил, что, понимаешь, прими одного единственного Аллаха. То бишь этим самым высказыванием, жестом он хочет сказать, что его Бог, он истинный, а мое нет, лишь потому, что я его Хуцал называю. В итоге получается, сам же человек противоречит себе, сам же он многобожник. Почему многобожник? Потому что то, что у нас и так есть понимание, он берет и, то бишь, надо назвать его именно арабским имя. Кого его? Значит, у тебя еще кто-то есть. Бог. Вот и вы доказываете, что у вас еще Бог. Израиль за своего пророка Машиах, да? У мусульман Махди. Если Бог один, почему разные? Почему разные понимания т.д.п.? Почему разделение? Да потому что нет, это все придумали, идеи, разделяй власть, вот и все. Бога нету. Вот в вашем представлении, что, как, вы должны задаваться вопросом. Мы можем сказать Бог один, но как это понимать, представление? По факту это не так. Даже в самом течении одном, то есть религии, сколько течений, сколько интерпретаций. Ничего не прибавить, не убавить, и хоть отбавляй, прибавляют, убавляют, и как, что значит? У одних Бог начинается с Адама, то бишь, как вот, описание, да, сотворения за 7 дней там, и в образе людей подобных, как их изображают. А у других, с точки зрения науки,
бактерии, динозавры, неандертал, паракас, другие расы, цивилизации, о которых ни слова. 7 тонких тел других с эволюцией, которые формировались, которые описаны в буддизме, и даже у нас кадок есть. И у нас вот эти семибожие, это и есть речь об этом, знание, ну и связь с нашими, как семицветная радуга. Значит, получается, каждый по-своему Бога интерпретирует, от имени своего какого-то придуманного Бога говорит, интерпретирует. Значит, он себя возомнил Богом. Так и получается. Каждый думает, что он несет волю Творца, что он богоизбранный. Израильтяне одно говорят, эти другое говорят. В итоге мы видим фанатизм, борьба, уничтожение. И так с этой шизофренией, в конце концов, так и, не дай Боже, как говорят, атомные, там, и все это кончится самоуничтожением. И что дальше? Где тут, в чем истина вот этого суждения? Что, кто что хочет сказать? Возьмите наш, у нас хуцал. Это другая интерпретация мировоззрения. Не зря его не просто сказали хуцал, произнесли хор, солнце. Что это такое? Точка, частью которого мы все являемся. То есть в физическом материальном мире это есть Бог, такой, какой он есть, и мы тоже частицы Бога. А за материей это и есть нематериальный Бог-творец. И он, мы его видим, такой, какой он есть. В отличие, это, и вот эту отличительную, самую вот явную черту никто из конкретно, если не могут сказать, я не слышал. А это основа, главное. Чем отличается те, кто искаженно преподносит? Все пути ведут к Богу, вот это и есть понимание, Бог такой, какой он есть. Вот он. Куда бы ты ни, кому б ты, куда бы ни сказал, не пришел, к себе придешь, от себя же говоришь. Где? За материей там ничего, то, что мы называем везде, во всем. Тогда покажите, о ком Боге вы говорите. То есть все, что вы со своих уст говорите, спорите там, Бог над троном или где он, что он. Если он везде, во всем, вот он. Тогда верить, вера дано такое понятие. Куда верить, если это еще в кого еще верить? Те, кто да не понимает, можете им сказать, надо вот в это поверить. Ну, дальше он должен, да, что-то с чем-то сравнить, прийти к чему-то и сказать, вот он, оказывается. То есть Бог смотрит глазами твоими, говорит твоими устами. То есть за тобой, за материей ничего, ну, богатые только для себя деньги ценного, это не мешает всё. Богатство, деньги, способ, но везде нужна умеренность и понимать, что опять-таки это уже духовно-религиозно-культурная составляющая. Неверующий, да, без вера применима, не понимающий, для чего смысл жизни, о ее формах, то ценности же теряются. Когда у человека много чего-то, чересчур денег, и он не видит, контраста нету, нет стремления. Человек
стремится, да, развивать потенциалы, то он начинает деградировать, сам себя проклинает, закапывает. Деньги – это проклятие. Поэтому у него должно быть все столько денег, сколько ему надо для способа вот реализации своих правильных идей, развития, поддержка других. Особенно это именно политика. Вообще старшие, если у народа есть, именно это они должны понимать. Если у них ответственность, понимание есть, вот, значит, все, что касается денег, потому что деньги, есть сила, она может так и разрушить человека. Вот мне один там задает вопрос, говорит, нет, дан смысл, дан в деньгах, бизнес, все остальное, культура, это уже сами люди что-то. Я сказал на примере Израиля. Мне, говорю, тоже основа это деньги, ради денег всего и бизнеса. Он говорит, да. Ну, значит, говорю, ты не знаешь историю и так далее. По такой логике получается, у дикарей не должно было быть никаких порядка, культы, понятия, понимания. Но так или иначе, хотя бы на каком-то поверхностном даже уровне, понимать, что человек без порядка в обществе, без каких-то законов, он не может, общество не может быть. Оно же на основе чего так устроен мир. А мир что такое? Это есть Творец, то, что мы называем. Как это бред, бредом можно называть? Великая тоже манипуляция фильма «Дух времени», когда то бишь разоблачили миф о том, что на самом деле Иисус – это солнце, зодиакальный крест. То бишь они сделали его, то есть солнце, природу они как сказать, правильно сформулировать, не обожествили, а обезбожили, как это сказать, что в нем, что это просто природа, шарик искусственный. Вот в чем манипуляция была. Потому что солнце есть человек, солнце, это есть дух Творца, он в каждом из нас. Просто солнце это видимый, более грубый, отдельный. Это и есть Бог просто отдельный от нас, солнце, первый элемент, огонь. Нас разделяет лишь материальная оболочка. И те, кто этот фильм создал, вот кому надо было правду людям говорить, да, тем более эти политики. Я над этим задумывался. Вроде как только что-то разоблачение, что-то они блокируют, а тут они массово, что-то тут не так. Еще две части сделали, да, дух времени. Вот в этом и манипуляция, что они людей, то бишь хотят им сказать, что это все бред, все эти планеты, это шарики, природа на самом деле, они, что там нет никакого Бога, ничего, это все, в общем. Что политику под себя подстроить тоже, у них же своя идея, у американцев. Хотят, а они, у них суть цель под искусственный интеллект, биороботизация, чипирование, то бишь матрицу. Вот такая манипуляция людей. Ну, люди же не глупые, особенно. А нам культура наша говорит, что это не тупой бред, просто они не такие, как нам их рисуют, да, наши боги, как. А они вот такие, какие есть. Вот солнце это наш вот такой наш предок.
Дух, Отец наш, который нам дает тепло, свет. Вот такой он, шарик. Также элемент ветра, элемент воды, все это наши как бы составляющие, это наши отцы, предки. И от каждого, у нас есть даже кадр. Найдите мне, никак не могу дозвониться от Чермена Дулаева. Вот кто его близко знает, хорошо. Снимите на камеру его кадр. Нарти Сфалдис. Как произошли нарты. Это очень благое дело. Потому что нартика финснеками. Это только из уст в уста. А чем ценен этот кадр для народа? Тем, что там говорится о том, что до Хуцау, говорит Арджибарду Агатей, он создал 6 там мужчин, правителей мира, природных стихий. Потом они, да, раскололи, ну, кадаки от отцу, мифология. Кадак Магаска Маута Дор, они дали силу там камню, он раскололся оттуда. И они, в общем, начали думать, как его назвать, и им отец их говорит, на нем его имя уже написано, то бишь каждый из этих богов, то есть первоэлементов, добавил свою первую букву своего имени. То есть вот дух огня, его звали Хуро, допустим, и он Хе, другого Дон, вода, в общем, не вода там, а... В общем, та суть, что в каждом этом слове Хуцау, это все вместе, вот как семицветная радуга, все стихии природные, творения, оно в одном слове. Главное из которых Хуро, Хур, Солнце, это огонь, Дух Творца, речь о Духе Творце. Та же суть, смысл несет солярный символ, описанный в тибетской книге мертвых. Смысл крест, смысл сам человек несет. То есть сравнивать, чем этот кадок важен, что я же тоже для себя взял его для сравнительного анализа. И один источник, вроде бы это мифология, но один источник подтверждает другой, что оно несет в себе те истины. Те же 7 тонких тел, которые описаны в тибетской, в буддизме, индуизме, эфирное, астральное, ментальное, кармическое, будхическое, атмическое, 7 тонких тел. В зороастризме 7 богов и Азата, то есть семибожие, да, наши духовные, их называют там Питри. А П на Ф поменяйте, ума на фитталта, наши духовные предки. И частица от них в каждом из нас. Даже есть такое выражение, я даже забыл, ну, правильно, что не просто так я это запомнил, что в нас мы, в общем, мощны, мы, короче, больше, чем эти 7 богов. Почему? Потому что они отдельны друг от друга. В то же время, ну, как бы в нас они заложили, каждый из них, свою силу. То есть все в одном. Поэтому, если этот потенциал человек развит, даже есть замысел уже, да, есть куда расти, понимание, на основе чего у нас есть понимание, то он может стать больше, чем эти 7 богов по отдельности. Вот такой у нас потенциал заложен. И это в зороастризме, в индуизме, о этих 7 тонких тел идет речь. А арийская вот, культура, это осколок ее зороастризм. Фарн, все эти термины там есть. Понятие аша, аса, от арта, арт тоже. Хварна у нас фарна. И описание этого. И когда я услышал этот кадок Черменов, что суть я понял, вроде бы там сказка какая-то идет, ну, мифология там. Но я в этом увидел, что там одно и то же. Значит, не просто так. Вот чем важен этот кадр. Любая эта информация, она не просто так, она, по крайней мере, альтернативная, да, точка зрения на все остальное. Это нам дает развитие для самопознания. Это все нужно.
Поэтому просьба еще раз, кто Чермена Дулаева знает, близко вот общается, просто на камеру снимите и на флеш-карте USB передайте мне, я его закину потом. И вы тоже закидываете. Не надо умничать, философствовать. Ум тебе для чего нужен? Вот смотрите, вы когда вот так пишете, вы же сами же думаете, что пишете. Значит, вы не без ума. Это что же рассуждение? Но на основе чего такой сразу? То бишь не надо, в смысле умничать? Ум нужен, надо думать, и умничать тоже надо. Если у вас головы нету, другое дело. Это тебе, Арслан, или как-то. Есть простые истины. Не все так просто, как кажется. Что значит простые? Не убей, не укради. Однако убивают, однако крадут, и именно это делают самые, вот центр сегодня вот этой, то, что вы называете истинное однобожие, это Израиль, Иордан. Вот вам и факт этого. Не убей и не укради. С тех самых пор, кто этот сочинил религию, с тех самых пор и путем крестовый поход, и убивают, и крадут. В общем, это бред полный. Конечно, не надо убивать никого. А в итоге, что есть, то есть. Что для русского хорошо, немцу смерть. Думаешь, ты одному хорошо сделал, на самом деле. У меня уже 15% зарядка садится. Вот последний вопрос, и все, ухожу. Кому не ответил, не обижайтесь. Я-то в чем смысл жизни? Смысл в том, что есть. В жизни две стороны. Замысел, как говорят Творца. Нет, зороастризм это не многобожие, это и есть единобожие. Просто речь идет о разных силах и знании о том, что нас окружает. Ты невежественно не понимаешь. Это от понимания зависит. Вот это наше однобожие от познания человека зависит. А тот, кто с этого единого что-то отделяет, придумывает, это есть искаженное многобожие. У нас истинное многобожие. Мне говорить не надо. Я вам сам скажу, что такое истинное однобожие. Поэтому благодарю за внимание. Расфандак-то зарядка уже вот 14%. Чтобы эфир сохранился, мой посыл я заканчиваю. Так что благодарю за внимание. Правильных вам дорог. Расфандак-то посмотрите эфир и уясните. Это нужно знать, понимать, чтобы развитие у нас, выход был из положения. Как-то мы сформировали, куда нам идти. Вот я сегодня в роли Вашкирги показываю. Мы-то есть все вместе, дух это, но нужна какая-то точка, которая вот скажет, на чем надо, вот на основе чего нам надо формироваться. Нам надо осознать себя, пока кто мы есть, исходя из наших корней, идеологии, все и двигаться потом по мере возможности, сами самоопределяться, как вот этот единый дух в этой всем глобальных сил этих, как народ независим, ну, мы зависимы все друг от друга, но рождена от Дамагасков отпал прежде всего. Не сказать, что все дураки, а мы же асы, мы же хотим понять предназначение человека вообще в этом обществе. У него есть старшие, у него должны быть
те, кто показывает правильный путь нашим младшим детям, и всем остальным быть примером, и соседям, и вместе мы, чтобы как-то, чтобы хаоса не было, да, если есть у этого мира замысел, Творец или истины, то мы к нему должны стремиться как-то на основе. Вот об этом-то и речь. Им вот это надо понять. То у нас развития нет, смещалось, то непонятно что, и затычки, тупики, разрушения, что-то не то. Так не идет это. И это очень мощно. Мы находимся в тот периоде времени, когда у нас есть все и проявить свои силы, потенциал. Никто нам ничего не даст, никакой ни Бог, ничего. Это от людей зависит. От труда, от намерения, на основе чего. Мы должны брать лучшее из прошлого и стремиться как лучше. Если есть у этого что-то хорошее, лучшее. На плохое там много чего было. И это не, ну, в общем, вот это главное. Арз, Растван